Когда я предупреждала о подконтрольном блэкауте, многие смеялись. Теперь на себе начнут ощущать все прелести управления глобалистами. Недостаток электроэнергии. Людей убеждают, что тому есть причины, и это нормально. Но нет, нас намеренно жарят. Многие не выдерживают и умирают. В Украине доходит до того, что света нету по 12-14 часов. Потом его включают на час-два и опять выключают, а вместе с ним и воду, и связь. А в магазинах перестают продавать скоропортящие продукты. Мясные, колбасные, молочные. Скоро мы вообще забудем, что это такое. Эти продукты заменят насекомые, жуки, которых нам заранее подготовили. Они не портятся. Мы подходим к голоду все ближе и ближе. Старайтесь делать запасы муки, масла, сахара, сухарей, сухого молока, круп и прочего. Не забывайте про очистку воды. На складах продукты портятся, пропадают. Власти же перекупают у фермеров остатки овощей и фруктов, которые тут же уничтожают. Животноводство, коровы, свиньи, козы, бараны, птицеводство скоро исчезнут навсегда. Их уничтожают под видом вирусов, болезней, выбросов СО2 и прочего. Это касается не только Украины. Какая температура сейчас в Беларуси, в Молдове, в России? Как ваши огороды? В России, например, в Краснодаре 50 градусов. Свет отключают. По всему городу по 14 часов. При этом горят леса, поля, лагеря, дома. Ростовская область России. Отключение электроэнергии вводится во многих городах, якобы из-за перезагрузки высоковольтной линии, о чем заявляет губернатор. Путин же выступил с заявлением, что во многих регионах будет нехватка электроэнергии из-за роста майнинга криптовалют. Какие бы причины они ни придумывали, откройте глаза. Они выполняют одну и ту же повестку по сокращению численности населения. Все одинаково. Вспомните, как вы смеялись про блэкаут. Уже не смешно? Некоторые даже извинились. А эвакуация, ДНР, Белгород? Что молчите? Они забирают ваших детей. Так вот это еще не все. Деньги. Их скоро не будет. И неважно, где вы их храните, в банке или под матрасом. Все идет слишком быстро. Цифровая гривна, цифровой рубль, доллар, евро и так далее. Все это на повестке. Как и социальный рейтинг, где у каждого будут снимать баллы за непослушание. Только сегодня, помимо электроэнергии, Путин заявил, Россия должна не упустить момент и развивать условия для цифровых активов, как внутри страны, так и зарубежной торговли. Один за всех и все за одного. Одна система. Это наши враги. Они нас выжигают, топят, травят нас, наших детей, наши продукты, животных, природу, оказывая рукотворное климатическое влияние на Солнце. У каждого из них есть бункер и подземные ходы, соединяющие их бункера в подземные города по всей планете. Цукерберг превратил все свои активы в золото и готовит подземное убежище на 15-20 этажей вниз. У многих элитных отелей тоже есть подземные номера за бешеные деньги. Под каждой синагогой проходы в подземные города. Они пересидят там и жару, и голод, и развязавшийся из-за голода хаос, грабежи, убийства. Пересидят и другие виды оружия. Мы не первая цивилизация, которую уничтожают. У осознанных людей, готовых объединиться и помогать друг другу, есть шанс выжить. Но для этого, прежде всего, вы должны начать с себя.